На собственном примере Рустам Минниханов ловко справляется с ударами клюшкой, каждый раз отправляя мяч все дальше и дальше. 8 лет подряд на этой территории проходит турнир на Кубок Президента. Очень приятно, что все это делается во благо тех людей, тех детей, кому нужна помощь. И я очень благодарен всем командам, которые прибыли сюда. С каждым годом интерес к нашему турниру растет. В этом году благодаря чемпионату удалось собрать 3 миллиона 300 тысяч рублей. Все деньги пойдут на поддержку фонда Дома Рональда Макдоналда в Казани. Кроме этого, в планах программа по развитию гольфа в Татарстане. Гольф в силу того, что дико развит, в других немножко локациях, традиционно там в Британии, там в Европе, в Азии сейчас развивается, здесь Соединенные Штаты Америки, то турниры зачастую проводятся на этих континентах, в этих странах. В России крупных турниров пока не проводилось, но, в общем-то, мы в этом направлении в любом случае работаем. Основная задача команд на турнире – забросить мяч в лунку за минимальное количество ударов. В гольфе многое зависит от первого удара. Необходимо занять правильную позицию, грамотно захватить клюшку. Ну и, конечно же, главный акцент делается на касании клюшки с мячом. При первом ударе профессиональный спортсмен отправляет мяч на расстояние 350-400 метров. 15 коллективов, по 4 человека в каждом. Гольф в стране представлен не везде, поэтому и география участников не так широка. В московском регионе на сегодняшний день тоже очень много турниров, но они предпочли Казанское гольф-поле, потому что здесь действительно татарское гостеприимство, само поле прекрасное, прекрасная погода, прекрасная встреча. Накануне здесь завершилось первенство страны по гольфу. На Кубке Президента по итогам каждого игрового дня определятся победители во всех видах. Турнир завершится завтра. Алмаз Гафиатов, Александр Лобанов, ТНВ, Верхнеуслонский район.